Добрый день, уважаемые телезрители! С обзором основных событий недели Айдана Ховалык. Сегодня в нашем выпуске. Тува ожидает поступления новых доз вакцин. Безопасный отдых на водных объектах. Индивидуальную программу социально-экономического развития продлят. В День памяти и скорби на площади Победы в Кызыле возложили цветы к вечному огню. Национальный проект здравоохранения в Дзунхемчикском Кажуне. В Туве завершена посевная кампания. Разобраться с юридическими вопросами помогли в общественной приемной «Единой России». В Туве для переболевших коронавирусом создадут специальную программу реабилитации. Она поможет восстановить здоровье после тяжелой болезни. В республике план вакцинации против новой коронавирусной инфекции выполнен на 48%. Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% взрослого населения региона. За весь период в Туву поступило 61 730 доз вакцин. Использовано 98%. В ближайшие дни Минздрав Тувы ожидает поступления 2400 доз вакцин Гамковид-Вак. С 21 по 27 июня на территории республики проходит надзорно-профилактическая операция «Вода. Безопасная территория». Проводятся рейдовые мероприятия и патрулирование водных объектов. Сотрудники ГИМС, МЧС по республике Тыва в Мингунтайгинском Кажуне после технического освидетельствования разрешили открытие пляжа на озере Акхоль. На рейд по Енисею выехала и наша съемочная группа. В Туве на озере Чагатай продолжаются поиски предположительно утонувшего человека. Пропавшего мужчину друзья оставили на берегу. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Проснувшись, мужчина один уплыл на лодке. Спасатели нашли только перевернутую лодку. Для обеспечения безопасности и снижения количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах в летний период в рамках операции «Вода. Безопасная территория» проводятся рейды, патрулирование водных объектов с участием сотрудников Центра государственной инспекции по маломерным судам, МЧС России по республике Тыва, представителей местной администрации и правоохранительных органов. Штрафные санкции по ненадлежащему контролю над детьми от 500 до 1500 рублей. На сегодняшний день у нас с парковой зоны мы ежедневно патрулируем и оттуда доставляем детей, которые находятся без сопровождения законных представителей, и приглашаются родители и привлекаются к ответственности. Основное внимание во время проведения надзорно-профилактической операции будет уделяться детской безопасности. Именно эта категория на сегодняшний день остается наиболее беззащитной перед водной стихией. Инспекторы ГИМС МЧС России будут проводить специальные занятия для детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях. Ребятам расскажут об основных правилах купания в водоемах и отдыха на берегу. Без внимания не останутся и судовладельцы, которые тоже входят в группу риска. Судовладельцам напомнят о правилах движения на водных объектах и необходимости государственной регистрации маломерных судов. Детям же в оздоровительных лагерях продемонстрируют прием оказания первой помощи утопающим и в случае возникновения экстремальных ситуаций. На территории республики с 21 по 27 июня проводится акция «Вода. Безопасная территория». Обходим территорию, это в пределах города Кызыла, где в основном массовое скопление народа на берегу происходит. Также с целью обеспечения безопасности на водных объектах инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по республике Тыва провели техническое освидетельствование пляжа на озере Акхоль для отдыха граждан, а также детей детских оздоровительных лагерей, по результатам которого администрации Мингунтайгинского района выдано разрешение на его открытие. Пляж соответствует требованиям безопасности, имеется акт водолазного обследования дна пляжа, а также специальный пост, который укомплектован надувной лодкой и спасательными кругами. А территория пляжа составляет 1500 квадратных метров, что допускает отдых на воде до 60 человек. Дети уже начали купаться. Мы еще раз призываем всех жителей и гостей Тувы соблюдать меры безопасности на отдыхе у водных объектов, не оставлять детей без присмотра. Айдана Ховалык, Буян Вангуш, Ангар Оржак, Тува 24. В Рио главы Тувы Владислав Ховалык и исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Александр Брокерт в эти дни работают в правительстве Российской Федерации. В частности, они приняли участие в семинаре совещаний на тему достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.
По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, России необходимо изменить подходы к управлению пространством, перейти к активной политике развития территорий, их инфраструктурному развитию. Уверен, что новые федеральные подходы и опыт регионов России откроют дополнительные возможности и для развития нашей республики. В начале июня в Туве побывали сенаторы Совета Федерации. Их целью был анализ хода реализации индивидуальной программы социально-экономического развития. Такие же визиты они совершили по всем 10 регионам России с ИПСР. По итогу было решено продлить программу. Подробности у Даяна Дансюрюна. Визиты сенаторов в регионы с индивидуальной программой социально-экономического развития принесли свои результаты. Накопленный опыт реализации программы в каждом отдельном субъекте и его анализ привели к пересмотру сроков и финансирования в регионах с ИПСР. У нас в Совете Федерации в марте Валентина Ивановна, председатель Верхней Палаты, дала поручение Комитету по экономике совместно с двумя другими комитетами, которые связаны с регионами более тесно. Это Комитет по федеративному устройству и Комитет по бюджету, который как раз занимается финансовым обеспечением данных программ, все-таки провести мониторинг хода реализации индивидуальных программ развития, которые были приняты в апреле прошлого года по 10 регионам, которые иногда называют в кавычках отстающими, а иногда называют регионами с низкой бюджетной обеспеченностью. В Республике Тыва есть немало направлений, работа по которым приведет к интенсивному развитию региона. В первую очередь это инфраструктурный вопрос. Слабая транспортная доступность региона и его энергодефицит являются основными тормозящими прогресс проблемами. Мы не можем говорить о каком-то развитии малого и среднего бизнеса, соответственно, экономики, если тариф на порядок отличается от того же соседа, например, Хакасии. Да? А у нас фактически в Республике Тыва получается, что средняя обеспеченность на человека – это 14,2 квадратных метра. При этом норматив по России 18 квадратных метров, а средняя обеспеченность по России 25. И это большая социальная проблема. Жилищный фонд республики также имеет недостаточные темпы развития. Курс правительства Республики Тыва на его увеличение, а также понимание проблемы на уровне Совета Федерации несут большие перспективы на жилищном рынке в республике. Но при этом есть одна большая просьба, рекомендация Совета Федерации, которую поддержали все 10 регионов. Она касается того, что все-таки 5 лет, которые выделяются этим регионам на решение всех этих вопросов, на которые рассчитаны были индивидуальные программы, то есть они были до 2024 года включительно, этого периода недостаточно. То есть мы только начнем их реализовывать, и закончится эта программа. То есть для того, чтобы вот этот цикл был завершен, нужно по крайней мере 10 лет. Кроме этого, поднимался вопрос на этом последнем пленарном заседании, им завершалась весенняя сессия Совета Федерации, что 1 миллиарда тоже недостаточно, что нужно удвоение до хотя бы 2 миллиардов. Туве необходимо всестороннее развитие, но также нельзя забывать и об отраслях, которыми Тува может зарабатывать сама. Одной из них является туризм, хотя в условиях пандемии говорить об этом сложно, но ситуация со временем стабилизируется. Даян Дансюрюн, Владимир Сюртук, Кузел Сарыксерен, Тува-24. Никто не забыт, ничто не забыто. В День памяти и скорби на площади Победы в Кызыле возложили цветы к вечному огню. В церемонии принял участие в Рио главы Тувы Владислав Ховалык. Далее расскажет Айсу Мангуш. В день 80-летия начала кровопролитной войны на площади Победы в Кызыле возложили цветы к вечному огню. В церемонии приняли участие в Рио главы Тувы Владислав Ховалык, сотрудники министерств и ведомств республики, а также волонтеры и жители столицы. Тувинская Народная Республика стала первым иностранным союзником Советского Союза. Тысячи воинов из Тувинской Народной Республики отправились на фронт. Еще больше тружеников тыла отдали свои силы и здоровье во имя победы. Мы являемся их наследниками, и наша обязанность защитить страну, защитить историческую память. Я уверен, что наша молодежь продолжит дело дедов и прадедов. Здесь, где стоят бюсты героев и стелы с именами участников той войны, вспомним сегодня тех, кому безмерно благодарны за все, что они сделали для страны, для каждого из нас. Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней и ночей.
которой было безвозвратно потеряно около 27 миллионов человек. Ценой этой победы явились человеческие потери, людские страдания и боль, выпавшие на долю людей. Нет ни одной семьи в постсоветском пространстве, которых не коснулось горе. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил свой долг, защищая Отечество. Никто не забыт, ничто не забыто. День памяти и скорби в России официально утвержден 8 июня 1996 года, а 22 июня 1941 года по решению Великого Хурала Тувинская Народная Республика стала первым иностранным союзником Советского Союза, объявив войну нацистской Германии. Это день памяти и скорби о 27 миллионах погибших и подвигах тех, кто выполнял свой долг, защищая Родину, сражались с фашистами и воины из Тувы. Я участвовал в этом мероприятии, потому что я считаю, это мой гражданский долг помнить и проносить сквозь года эту ужасную дату, когда на нашу страну, на СССР напал враг Германия. Мы являемся наследниками. Наша обязанность хранить память о наших доблестных защитниках. Наша обязанность защищать и сохранять историческую память о них. Никто не забыт, ничто не забыто. Так должно быть. Мы отдаем дань уважения и признательности всем, кто прошел через все тяготы и лишения страшной войны. Кто погибал и не сдавался ради победы и мирного неба для своих детей. Айсу Монгуш, Буян Оюн, Ангар Ожак, телеканал Тува-24. В рамках национального проекта здравоохранения в Дзунхемчикском Кажуне в этом году планируют построить 2 новых фельдшерско-акушерских пункта и врачебную амбулаторию. Также Минздрав подал заявку на строительство нового здания межкажунного медицинского центра. Подробности далее. Новые ФАПы планируют построить в селах Хандергей и Чергакы. Для строительства такого нужного объекта в Хандергее отведен земельный участок. Водоснабжение будет идти от скважины сельского дома культуры, расположенного рядом. На участке уже имеются опорные линии электропередач и кабель телефонной связи. Примерно такие же условия и на будущих стройплощадках, отведенных под ФАП в селе Чергакы, и для строительства врачебной амбулатории в селе Чирабажи. Для строительства новой межрайонной больницы в нашем городе нами разработана новая медико-техническое задание на 115 коек. В марте этого года нами получено положительное заключение от Минздрава Российской Федерации. В ноябре этого года будем подавать заявку для включения в федеральную адресную инвестиционную программу. В настоящее время межкажунный медцентр – это около 30 старых зданий, находящихся в разных частях Чадана. Напомним, что центр обслуживает население 3 кажунов. В новом здании, строительство которого только намечается, планируется развернуть поликлиническое отделение на 420 взрослых и детских посещений в смену, 115 круглосуточных коек, более 30 коек дневного пребывания и все необходимые вспомогательные службы и подразделения. Мадр Сандан, Мерген Андар, Чайхан Дангак, Азамат Ачур, Тува-24. В Туве завершена посевная кампания. По сравнению с прошлым годом, этой весной работы проводились в менее благоприятных погодных условиях. Был ли выполнен план и каков прогноз посевных работ, расскажет Алдынкыз Буян. Итоги весенне-полевых работ на территории республики хорошие. Несмотря на сложные погодные условия, их удалось завершить в допустимые сроки. В сравнении с прошлым годом общая площадь посевов была увеличена на 8%. Сев зерновых культур пшеницы, ячменя, овса, проса и гречихи завершен с увеличением на 9%. Кормовых на 6%, картофеля на 35% и овощных культур на 2%. В этом году за счет средств федерального и регионального бюджетов на поддержку отрасли растениеводства республики выделено около 56 миллионов рублей. Данные средства были направлены на приобретение семян зерновых, кормовых культур, ГСМ и удобрений. В целях снижения рисков, связанных с погодными и климатическими условиями, приняты меры по страхованию посевов. Компанией «Верна» застрахованы посевые хозяйства Чахольского и Пихемского кажунов. Общая площадь застрахованных посевов составляет 960 гектаров. Алдынкыз Буян, Чайхан Дунгак, Мерген Нондар, Кузел Сарыхсерен, Тува-24.
По федеральному проекту «Информационная инфраструктура» Министерство информатизации и связи Тувы в этом году подключит 193 социально значимых объекта. До конца июня получат доступ к сети социальные объекты в 11 селах – Эльдихем, Чергакы, Чарапажи, Хорумдаг, Шеми и других, а также в 2 городах – Чадана и Шаганарых. Разобраться со сложными и запутанными проблемами населения взялись в общественной приемной партии «Единая Россия». На очередном приеме граждан бесплатно консультировали по юридическим вопросам. Среди прочего, приглашенные партией специалисты помогли разобраться в вопросах переселения из ветхого жилья и оформления медэкспертизы по прооперированному пороку сердца. Тему продолжит Даян Дансюрен. Правовая система нашего государства порой сложна для понимания простого народа. Для решения отдельных, наиболее запутанных вопросов в общественной приемной партии «Единая Россия» собрались юридические и профильные специалисты. Обращения людей хоть и направлены на юридическую сторону проблем, однако сами проблемы носят индивидуальный характер. Цель юридической помощи – это, во-первых, чтобы это было доступно, люди могли свои вопросы решить без каких-либо там оплат и так далее. И второе, конечно, мы хотели бы хоть таким образом оказать людям посильную помощь именно в сфере юридической грамотности и в сфере юридических вопросов, чтобы они могли прояснить для себя те или иные проблемные вопросы. Одной из проблем, требующих более детального анализа, стал случай с устраненным пороком сердца у ребенка 2011 года рождения. После операции дефект был устранен, как и инвалидность. Но, по заявлениям попечителя, ребенок еще страдает от проблем с сердцем. В ситуации разобрался заместитель министра здравоохранения Республики Тыва Айдын Сарыглар. По итогу было принято решение обратиться за консультацией к врачу-кардиологу. Партия «Единая Россия» предложила Ассоциации юристов провести сегодня вот такой всероссийский день бесплатной юридической помощи. И мы тоже подключились. Сегодня у нас, оказывается, не только здесь, и правительстве, нотариальная палата, все нотариусы, кадастровая палата, приставы, как мы по нашим договоренностям, и мэрии города Кызыла. Также в муниципальных образованиях тоже по нашей просьбе они, правительство, и в том числе Министерство юстиции, организовали вот такую юридическую помощь. Другая проблема заключалась в переселении семьи из ветхого жилья. Хозяйка аварийного жилища обратилась с просьбой посодействовать с процессом переселения. Согласно представителю мэрии города Кызыла, данная проблема находится в завершающей стадии. Новая площадь для семьи будет предоставлена из обновленного жилищного фонда в новостройке по улице Московская, сдача которой по заявлению специалиста пройдет уже в сентябре этого года. Даян Дансюрен, Владимир Сюртук, Ангар Оржак, Туа-24. Сегодня на заседании правительства изучили статистику ДТП. Особенно внимательно рассматривались случаи автоаварий с погибшими, которые произошли по вине нетрезвых водителей. Какие вопросы поднимались в диалоге о безопасности дорожного движения и принятых решениях в материале Айсу Мангуш. В заседании приняли участие представители Минобразования, службы судебных приставов, Министерства дорожно-транспортного комплекса, ГИБДД, Управления МЧС. В режиме онлайн к работе подключились Улухемский, Кызыльский, Пихемский районы. Вопросы задавались жесткие, но справедливые. Жизнь требует твердости решения и эффективности принимаемых мер по профилактике ДТП на дорогах. Город Кызыл по аварийности, по тяжести была, впереди всех было. Буквально несколько лет назад. Я до сих пор помню эту статистику. Здесь количество дорожно-транспортных происшествий в разы больше было по всей республике. Количество травмированных и погибших в разы было больше, чем в других территориях. Но, принимая меры, сейчас уже дает нам основание, говорит о том, что здесь снижение идет. А рост идет при подъездах к населенным пунктам, к вашим территориям. Рост идет на федеральной дороге. Здесь мы, конечно же, наблюдаем недостаточную работу классных руководителей с родителями. Родительские сообщи в каждом классе, они обязательны, и мы будем усиливать работу именно с родителями, потому что по вине родителей 100% вот это получается эти случаи.
Статистика ДТП по республике, как отмечают специалисты, оставляет желать лучшего. Так, за 5 месяцев этого года по вине водителей произошло 149 автоаварий. Из них по вине тех, кто не имеет либо лишены прав управления транспортным средством, совершено 49 ДТП. Всего задержано 2450 правонарушителей. По словам специалистов, профилактические меры ведомствами проводятся, но тем не менее количество аварий растет. Обстановка на дорогах, к сожалению, остается очень сложной, и мы не достигаем те показатели, которые определены национальным проектом «Безопасные качественные автомобильные дороги». К сожалению, мы подходим к закрытию полугодия с ростом числа погибших людей, в том числе и по всем 3 показателям, как по количеству ДТП и по количеству раненых. Также показатель превышает аналогичного периода прошлого года. Ну, естественно, нам не удается снизить социальный риск, который определен национальным проектом. Мы понимаем, что мир, он изменился, он стал другой. И мы понимаем по тем показателям, которые уже существуют сейчас, по тем потерям человеческим, которые у нас имеются, по показателям статистики ДТП, мы понимаем, что все те действия, которые были приняты, к сожалению, к большому сожалению, малоэффективны. Участники выступили с предложениями по снижению количества ДТП. От лица молодежи республики был представлен проект «Белой дороги», который предполагает использование современных методов пропаганды безопасности дорожного движения. Все предложения разработчиков проекта внесены в протокол заседания. Профилактическая работа по снижению ДТП на дорогах ТВ будет продолжена в обновленном формате. Айсу Мунгуш, Буян Оюн, Кузел Сарысерен, телеканал Тува-24. Это были главные события недели. А я прощаюсь с вами и желаю приятных выходных.